такой стереотип, что мультимедийная журналистика – это мультимедийная лента новостей РИА Новости. Есть такой, он устоялся, мы понимаем почему, потому что это флагман, потому что они очень много исследуют и пробуют разных форматов, это все понятно. Но надо отдавать себе отчет, что мультимедийность, она не заканчивается лентой новостей. И большинство мультимедийных сайтов и проектов, которые сейчас обсуждаются в мире, это совсем не новостные, это совсем не оперативка. Это как раз долгие истории, которые рассказаны через разные форматы. Журналистика сейчас ищет, каким образом достучаться снова до умов, до сердец, и это уже просто невозможно сделать обычным сообщением. То есть нужна какая-то история, нужно уметь вовлекать людей, уметь привлекать их к получению информации, к расшариванию информации. Это тоже часть журналиста. И для меня мультимедийные проекты – это определенный вызов, потому что они не могут быть поставлены на поток. То есть ты не можешь сделать шаблонные проекты. Каждый раз проект своеобразен в зависимости от истории, в зависимости от героя, в зависимости от цели. Ребята, здравствуйте, меня зовут Евгений. Поднимите руки, кто меня знает или знаком. Спасибо. Для меня инструмент развития оказались путешествия экстремальные. 33 года я сплавлялся по горным рекам, но поскольку люди взрослые, все, наверное, знают, что такое рафтинг. Сейчас я вам покажу те вещи, которые я называю верхние строки мирового рейтинга. Это еще одна задача, с которой я к вам обращаюсь. В Томске можно достичь самых высших высот. И не важно, что Томск по сравнению с остальной Россией провинциальная территория. I'll protect you from all